Честь имею кланяться, дорогие друзья, уважаемые любители литературы, на нашем очередном рандеву с вами. Сегодня я познакомлю вас с некоторыми произведениями, вошедшими в мою вторую книгу «Дым без огня». Датируется выход этого издания 2010 годом. Книга вышла в минском издательстве «Книгосбор». Минское издательство, наверняка это является для меня определенным поводом для гордости. И на этом поводы для гордости, в общем-то, и заканчиваются. Но не заканчиваются поводы для встреч с вами, для дискуссий, для более пристального, беспристрастного взгляда на мое творчество, которое сегодня мы с вами вместе, совместными усилиями и попытаемся на него направить. Я прочитаю стихи и попробую их прокомментировать уже таким не поэтическим языком. И, может быть, у вас возникнут также какие-то отзывы, рефлексии. Я буду вам за них только благодарен. Пишите, пожалуйста, в ваших комментариях. Итак, «Дым без огня». Почему такое название получила моя вторая работа? Несколько значений есть, несколько путей понимания этой формулы, этого образа. Во-первых, огонь, если воспринимать его образ как некую такую агрессивную субстанцию, среду, разрушающую все на своем пути, то дым — это компромисс. На пути к признанию эта книга была очень важна для меня, на пути к тому, чтобы меня заметили в кругу моих коллег, потому что это вторая книга, она была дана мне для того, чтобы закрепить свое слово, сказанное в нашей литературе. И получилось ли это? Ответ на этот вопрос я пытаюсь искать до сих пор. Тем не менее, «Дым без огня» — это, повторюсь, некий компромисс. Выбор по пути созидания, не по пути следовать не по пути огня, а по пути дыма. Дым, как и туман, это символика, которая характерна для лирической поэзии, для романтизма, для символизма. И все это наверняка в той или иной степени нашло свое отражение в моих стихах. Итак, стихотворение, которое называется «Посох мой». По дну безводному реки, где травы в росах, дрожит под тяжестью руки древесный посох. Мой неизменный поводырь, мой крест наплечный, мудрец, взирающий на мир в печали вечной, болотной тиной облеплен, скрипит мой посох, и нет уверенности в нем, как и в вопросах простых, касаемых конца, бесцельных странствий и незнакомого лица в твоем убранстве. Как лук певучей тетивой злой ветер стонет в пучине страсти роковой, наш берег тонет вослед рифмованной строке, как льды в торосах скрипит в трясущейся руке мой ветхий посох, свой путь бесславный повторить, готов трехкратно из чаши вечности испить и в путь обратно. Вот так прильну к твоей щеке согбенным старцем, а посох в глине и песке, что жезл царский. Очнусь, прозрею в один миг, моя отрада, к тебе прибьюсь, чужой старик, а ты мне рада. Мир дребезжит на вираже, скрипит мой посох, и нет в нем прочности уже, лишь отголосок
Сгущает сумрак надо мной, души забвение, и нету ей судьбы иной, лишь дуновение. Стихотворение написано в 2006 году. Ну, это такая попытка заигрывать с образом времени, с таким понятием, как возраст, и взаимоотношениями с ним человеческой натуры, человеческой природы. Очередное произведение, которое я не без робости, не без волнения предлагаю вашему вниманию, называется «По следам человека». Ну, это такая вот социально-психологическая, также тематика, философская направленность. По следам человека. Я иду по следам человека, с каждым шагом вгрызаясь во тьму, на пороге грядущего века максимально приближусь к нему, не страшась всевозможных страданий, отыщу в пустоте его след, равнодушию нет оправданий, для отчаяния поводов нет. Я ищу человека, не утварь, мне б его до темна разыскать, усадить с собой рядышком утром и за чаем всю жизнь рассказать, и окликнуть в дыму сигаретном, проступил бы его силуэт, но останется зов безответным, пустота промолчит мне в ответ. Отмеряю в сердцах расстояния, все безлюдие, то тени одни, то как призраки, как изваяния. Попадаются чурки да пни, проходя по местам, где когда-то он глядел в кружева облаков. Набреду на могилу солдата и замру на изломе веков. Гулким эхом встречают кордоны, населенные пункты, но кем? Опустевшие микрорайоны, ни страстей, ни забот, ни проблем. В пустоте я двуногий калека, мне везде отворот, поворот. Я иду по следам человека и, казалось, настигну вот-вот. Я найду, только солнце свети, след не может совсем затеряться. Мое сердце на верном пути, пусть всю жизнь эти поиски длятся. Тема одиночества, бесконечная, непобедимая для всех поэтов, затронута мною в этом произведении. Возникает такая постапокалиптическая картина в воображении. Представьте микрорайоны, городские кварталы, но на улицах никого внутри, никого в этих помещениях, в этих пространствах. И это своего рода такой эксперимент, попытка пофантазировать в направлении, если бы одиночество так и осталось непобедимо нами. Но я думаю, все-таки нам это не грозит, а это просто не более чем фантазия. Следующее произведение гротеском наполнено, отличается, отмечено таким вот оригинальным отношением к нарративу, к тексту, к его внутреннему содержанию. Называется стихотворение «Индиго». Нестройным движением помыслов, чувств и сил, в котором есть только порыв, но пределов нет, как в вечности узник свободу от всех таил,
Скрывал в неизбежности я своей боли след. Я двигался шагом по жизни, порою ползком, сверял свое время по шорохам за спиной. За день до фиесты мне было видение, а потом мой путь затерялся в туманности под луной. Застыла душа, как холодный каменный идол. Рождается день, начинается новая жизнь, где сумрак питала полночь цвета индиго. Свой блеск излучают робкие миражи. Я буду струиться, бурлить, как большая река. Тяжелые воды заходят в мои берега. Пусть близок рассвет над землею, цель далека. Холодные ветры душистые треплют стога, дожди проливаются в почву пустых полей, по небу метаются стаи голодных птиц. Отчаяние сумрак по зову земли моей душой бунтаря вырывается из темниц. Я видел свой призрак почти на каждом углу, танцуют сады и селенья под стук там-тамов. Жизнь бойко струится к вечности под полу, в безрадостный мир каменных истуканов. Мальорка горит маяком, берега в пыли. Выходит на сушу моя чуть живая тень. В забвении чахнут просторы родной земли, и просится сердце поэта обратно в плен. Я знаю, мне хлеба вкусить не скоро можно, не скоро придется хмельного испить вина, но боль на душе одинокой и так тревожно, что нету давно уж ни сил, ни стихов, ни сна, и пестрое солнце, и каменный идол ждут, все ждут своей участи, с чувства сбивая спесь. Но мне не по силам найти для любви приют. Простор моей грусти в индиго окрашен весь. Вот такой этюд, немножко с элементами экзотики, этюд на тему любви, ее поиска и ее отсутствия. Стихотворение, которое прозвучит следующим, это титульное произведение, которое и дало название всей книги «Дым без огня». Вот послушайте, пожалуйста, может быть, это поможет найти еще одни смыслы для понимания названия всей книги. Во всяком случае, мне бы этого хотелось. Цель преследуя определенную, в купе, что было с утра пустое, судьбы подарком завороженные, едут двое. Напряженность – один из признаков их оставшихся наедине. Стук колес пробуждает призраков, ночь в окне. Обновив экстерьер поношенный, чувства включаются в схему дней, непристойные взгляды брошенные, утро вечера мудреней. Вызов принят, поладив с нервами, но покоя лишив и сна, бури страсти сметут их первыми. Вот она, мигом вскроется несоответствие желаний, возможностей и т.п. Не такое уж это бедствие. Ночь, купе, на поверку правдой убийственной, все ж окажется средь бела дня, едкий, слезоточивый поистине, дым без огня. Такая фантазия на тему возникшей в жизни абсолютно обыденной ситуации. Он и она наедине в поезде и со всеми вытекающими последствиями. А сейчас стихотворение, которое является моей данью, моей страсти к античной тематике, называется «Зеница Горгоны». Ну, наполнена
иронии. Ну, собственно, все мое творчество из нее в большей степени состоит. Зеница Горгоны. Кипят нешуточные страсти, мифологический кошмар. На сцене и в миру отчасти все каменеют, млад и стар. От взглядов чудища медузы, так в обывательской глуши трещат божественные узы, месть непрекаянной души. Аплодисментов гулкий отзвук, аффекты пламенной игры выводят зрителей на воздух. В слезах Горгона жжет костры, внимает возгласом сирен знамена, принявший другие, великий павший Карфаген. Ремни Горгона рвет тугие, то не проклятие Афины, не Ахиллесова пята, то выдох огненной пучины, что вложен в женские уста. Горят поникшие святыни, отходят царства в небытие, горит Олимп, и на латыни все тонет в жалобном нытье. То не всевидящее око метает взгляды там и тут, а тень бессмертного порока беды какой нигде не ждут. То гнев любви, чего же более, что я могу еще сказать? Огнетушители на поле брани гибнет рать. Горят надежды замков своды, мир гибнет в пепел обратясь. Так бурит горные породы душа на вертеле вертясь. Все каменеет повсеместно, водою в океане пресной бурлит и ртутью в наших венах нас уличает в переменах. Пронзает сны огнем гиены, и явь нетленную кляня, с кокетством алчущей сирены Горгона смотрит на меня. Дорогие друзья, спасибо вам за это время, проведенное вместе со мной, с моим поэтическим словом. Я хочу прежде всего сказать слова благодарности коллективу Гродненской областной научной библиотеки имени Карского и представителям ее администрации за то, что эти встречи с вами, с моими читателями стали возможными. Я надеюсь, все продолжается. Давайте будем вместе. Желаю вам быть здоровыми, быть самодостаточными, быть гармоничными, ибо поиск гармонии, предпринятый вместе с вами посредством приобщения к художественному слову, есть самоцель. Это и есть цель жизни и цель настоящего искусства.